Итак, я предлагаю перейти к нашей первой теме и к нашему первому гостю. Друзья, у нас на связи по скайпу или по зуму, вернее, Анатол Царану, политический комментатор, историк. Господин Царану, здравствуйте, слышите ли вы студию? Добрый день. Господин Царану, я вот хотел бы с вами обсудить такой важный вопрос, реакцию российских официальных лиц, в частности, вот недавно заявление Лаврова, это даже не реакция, да, это заявление, продолжающееся, с моей точки зрения, звучит как провокация, о том, что Россия готова защищать русскоязычных в Республике Молдова, включая гагаузов. Как вы расцениваете такие заявления со стороны Лаврова? Ну, во-первых, ничего нового Лавров не сказал. Они уже давно занимаются защитой русскоязычных и российских граждан за пределами Российской Федерации. И не один раз подобного рода защита служила предлогом для интервенции России, не обязательно военной, во внутренние дела тех стран, где проживают эти самые русскоязычные граждане. К сожалению, Российская Федерация использует этот предлог для того, чтобы проводить свою внешнюю политику такими методами. Это вызывает сожаление, но приходится констатировать эту реальность. И с ней каким-то образом нужно уживаться. Уживаться в том смысле, что нужно находить возможности противодействовать подобного рода политике. Что касается Республики Молдова, то давно уже Российская Федерация, различные государственные деятели Российской Федерации используют эту риторику. К сожалению, вот ее начал использовать и министр иностранных дел. Вообще для дипломатов свойственен другой подход, ну, скажем так, более интеллигентный. Но, судя по всему, пока Российская Федерация прибегает именно к таким приемам. Ну хорошо, вы говорите, нужно противодействовать. Каким образом могла бы противодействовать Республика Молдова? Какая могла быть реакция? Ну, мы видели реакцию Министерства иностранных дел, где они сказали, что они обеспокоены нарушением прав румыноговорящих на левом берегу Днестра. Вот какой могла быть и должна быть в будущем реакция Республики Молдова на такие выпады со стороны Российской Федерации? Ну, во-первых, необходим дипломатический ответ, и он, в общем-то, прозвучал. С другой стороны, не нужно поддаваться на провокации, не нужно реагировать слишком бурно для того, чтобы не провоцировать Россию и не предоставлять каких-то дополнительных возможностей для того, чтобы этот агрессивный тон, который усвоил Кремль по отношению к Республике Молдова, он получал бы какую-то определенную подпитку. С этой точки зрения, я думаю, что пока Москва остается на уровне риторики. Она как бы проверяет реакцию Республики Молдова, но, может быть, не исключено, что Россия каким-то образом подготавливает почву для каких-то будущих действий. Вообще в мире экспертизы укоренилось достаточно стойкое мнение, что до тех пор, пока на Украинском фронте существует определенная стабильность в том, что касается Николаевского и Одесского направлений, до тех пор Республика Молдова может чувствовать себя в относительной безопасности. Вы с этим согласны? И я разделяю эту точку зрения. Россия сегодня не может использовать, ну, скажем так, и нет резона использовать военную силу против Республики Молдова, потому что это было бы чрезвычайно дорогостоящее мероприятие. С другой стороны, Россия прекрасно понимает, что если она каким-то образом начнет здесь какие-то военные провокации в зоне Республики Молдова, ну, например, в Приднестровье, это, несомненно, побудит Украину обеспечить свою безопасность за счет определенной военной нейтрализации Приднестровья. Поэтому, или нейтрализация военной угрозы со стороны Приднестровья, я правильно понимаю, да? Да, конечно. Об этом идет речь. И в этом смысле любая военная авантюра России в этой зоне, она, несомненно, подставит Приднестровье. Я думаю, что в Москве это прекрасно понимают, и пока будут воздерживаться от подобного рода шагов.
Вот эти вот протесты в Гагаузии, где мы слышим вот это ущемление, ну, скажем так, разговоры об ущемлении русскоязычных и так далее и тому подобное, которые происходят в Республике Молдова, ну, в частности, из Гагаузии об этом идет речь. Для вас это, вам не кажется, что это такая подготовка почвы или для таких заявлений? Или Лаврову не нужна никакая почва, он сам в состоянии сделать заявление, когда захочет? Нет, несомненно, определенная подготовка должна существовать. Если существует какой-то план дестабилизации Республики Молдова, по всей видимости, это с большой очевидностью, Гагаузия будет иметь там свое слово сказать, или, по крайней мере, Россия будет использовать гагаузский фактор в дестабилизации Республики Молдова, учитывая в том числе и соответствующие отношения, которые существуют в Гагаузии в отношении России. Я внимательно отслеживал перипетии визита Республики Молдова Майя Санду в Гагаузию. И знаете, что меня больше всего огорчило? Да. Гагаузов использовали в качестве пушечного мяса в игре социалистов или в противоборстве социалистов СПАС и вообще на политическом поле, так сказать, Молдовы, в тех баталиях политических, которые существуют в Молдове. Или в противоборстве Ирины Влах с ПАС, ну, как бы, или такой вариант. Можно, это мало что меняет, по большому счету, потому что, в принципе, гагаузы стали как бы разменной монетой в определенной политической игре, и это, несомненно, наводит на достаточно грустные мысли. Жаль, конечно, что некоторые консильеры или советники Народного собрания Гагаузии поддались на эту провокацию и стали выполнять эту незавидную роль в этой политической игре. Но это случается. Но проблема, серьезнейшая проблема для молдавской политики, это, несомненно, общая ситуация и общая атмосфера, которая существует в Гагаузии. И это в первую очередь отношение большинства населения Гагаузии к России, которая является агрессором, к России, которая нарушает международное право, к России, которая с легкостью атаковала и убивает людей, которые, вернее, ввергла страну в братоубийственную войну. И то обстоятельство, что гагаузы как-то повелись на ту российскую пропаганду, которая существует, ну, в силу каких-то исторических, конечно, посылов, потому что понятно, почему гагаузы относятся, ну, скажем так, с большим уважением к России. Этому есть и историческая подоплека, но нельзя, так сказать, историю опрокидывать в полном объеме в настоящее и будущее. Это может быть дорого стоит. И поэтому ситуация в Гагаузии очень сложная, и гагаузский фактор является очень серьезным элементом для молдавской политической стабильности. Вот в этом контексте хотелось бы развить вот эту мысль и задать вам такой вопрос. Ну, дай бог, чтобы мы выбрались из вообще этой ситуации ну, как можно скорее, имеется в виду войны в Украине, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность и обеспечила свою безопасность. Вот это поведение Гагаузии сейчас, оно может каким-то образом сыграть или повлиять на отношение Кишинева в отношении гагаузского статуса или статуса гагаузской автономии в будущем, когда будет не попытка, а будет работа в направлении консолидации безопасности государства Республики Молдова, способности его институтов обеспечивать безопасность и так далее. Повлияет ли это каким-то образом на статус Гагаузии в будущем, с вашей точки зрения? Ну, разумеется. Вы наверняка обратили внимание, что после этого инцидента в Камрате, с визитом президента Республики Молдова, в молдавском информационном поле появилось очень много призывов к тому, чтобы лишить Гагаузии ее автономии. Ну хорошо, это не новое, скажем так, вы хотите сказать, что его стало больше, или они стали более громче? Или... Они стали более интенсивными. Интенсивными. Угу. Да. И нужно понимать, что эти заявления в публичном, так сказать, в публичной циркуляции, они имеют свое влияние в том числе и на политические уровни. Это нельзя, так сказать, сбрасывать со счетов. Следующий фактор – это, конечно, все ждут, чем закончится война на Украине. В том случае, если Украина сумеет сохранить
в том числе и свою территориальную целостность, вообще Украина выйдет из этой войны победителем, я думаю, что у Гагауза будет очень сложная ситуация. Им придется ограничить, так сказать, с Украиной, против которой они выступали в этой войне. Это ситуация, которая, так сказать, скажется в будущем. Это нельзя сбрасывать со счетов. И, несомненно, будет соответствующая помощь молдавским властям тогда, когда зайдет вопрос о том, каким образом развивать гагаузскую автономию, какие там новые полномочия нужно давать, как их нужно совершенствовать и прочее, и прочее. Несомненно, и европейское сообщество зафиксировало факт соответствующего отношения гагаузов к тому, что называется европейская интеграция Республики Молдова, в том числе и позицию Гагаузии в отношении России. Я не думаю, что Россия не то, чтобы выиграла бы эту войну, я не думаю, что Россия выйдет вообще победительницей из этой войны, в том числе в международном плане. Мне кажется, что гагаузы недостаточно продуманно проявляют себя сейчас в этом российско-украинском конфликте и вообще в этой сложнейшей ситуации, которая образовалась вокруг Республики Молдова и во внутриполитической ситуации в Молдове. Мне кажется, что большая часть гагаузского политического класса или в силу отсутствия достаточного опыта, или в силу других причин оказывает медвежью услугу гагаузского сообщества в целом. Вот гагаузская политическая элита, она почему себя так ведет? Она просто плывет по течению общественного мнения? Она исполняет чей-то заказ? Или она решает свои какие-то политические проблемы? Потому что я с вами соглашусь в том, что да, это медвежья услуга, и Гагаузии как автономия это обойдется очень дорого, или может обойтись дорого очень в будущем. Но почему гагаузская политическая элита ведет себя именно так, с вашей точки зрения? Ну, потому что, во-первых, в политике всегда среди них редко встречаются государственные мужи. Государственный деятель настоящий — это тот, который думает о будущем своего народа, а политики, они думают о ближайшем выборе. Мне кажется, что нынешнее большинство гагаузских политиков сейчас думают, как бы себя устроить в будущих выборах, вместо того, чтобы думать вообще о судьбе гагаузского народа в перспективе средней и далекой. Это первое. По всей видимости, не хватает определенной подготовки для гагаузского политического класса. Они как бы плывут скорее по течению, нежели выстраивают какие-то концепции, связанные с достаточно четким прогнозированием в будущем. Это все сказывается плохо, в том числе и на гагаузском сообществе, несомненно. А с другой стороны, я не исключаю, что определенная часть гагаузского политического класса просто на подкорме. И если это так, если они получают соответствующую подкормку из-за рубежа и выполняют скорее заказ зарубежный, нежели думают о непосредственных интересах людей, избирателей, которые послали их выполнять соответствующие функции в исполнительной власти и в законодательной власти, то это уже совсем плохо. Это уже чревато национальным предательством. Это связано в том числе и с тем, что произошло на днях в Гагаузии. Потому что реакция там была, скажем так, совершенно неадекватная. Я понимаю недовольство, которое существует, оно существует в Гагаузии и вообще во всей Молдове. У очень многих людей ситуация крайне сложная, социальная, экономическая. И вполне естественно, что люди недовольны. Но манера, в которой было проявлено это недовольство, попытка разговаривать с президентом страны, который, кстати, еще является дамой, она женщина, а не мужчина, усваивая такой, скажем так, базарный язык, но это уже перебор, и очень значительный перебор. Единственное, что может каким-то образом извинить некоторый, скажем так, гагаузский политический класс в целом, потому что не было адекватной реакции большинства представителей Народного собрания вот на это мужланское отношение. Но они практически вылили ушат грязи на весь политический класс. Да.
И они монополизировали дискуссию там фактически, да. Да, они говорили от имени всех гагаузов. Это очень плохо. И в этом смысле, несомненно, мне кажется, что в Кишиневе задумались над тем, а в какой мере это элементарный элемент воспитанности отдельных личностей, или это политический заказ. А если это политический заказ, то тогда возникает вопрос, где он был сформулирован. Только на уровне социалистической партии, потому что я так понимаю, что в основном там проявляли себя представители избранные в Народное собрание по социалистическому списку, или это в том числе и выражение интересов определенного государства, а это уже совсем плохо. Как вы считаете, Россия дальше, вот эти вот будет, скажем так, использовать возможность дестабилизации ситуации в Республике Молдова там, с целью сменить власть на более лояльное Москве правительство? Мы видим, протесты сейчас проходят в Кишиневе, или попытка раскачать лодку. Как вы считаете, это попытка Москвы или это исключительно местная инициатива определенных политических групп, ну, скажем, тот же Шор или люди, которые стоят за ним? Ну, протесты в Кишиневе — это, несомненно, попытка спасти определенных политиков от более близкого знакомства с молдавской Фемидой. Это совершенно очевидно. Но, конечно же, в этой сложнейшей обстановке совсем не исключено, что вот это вот раскачивание лодки молдавской, это будет воспользовано в том числе и за рубежом. Теми силами за рубежом Республики Молдова, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. Это тоже совершенно очевидно. Поэтому эти вот протесты в том виде, в котором они сейчас происходят, и откуда идет вот этот посыл к организации этих протестов, я думаю, это не проблема реализации демократического права народа на протест. Это скорее зона ответственности государственной безопасности, которые должны заниматься очень серьезным делом и ответить на вопрос. Это действительно недовольство людей, или это скорее недовольство, которое подпитывается определенными кругами из корыстных соображений. А что касается Российской Федерации, то совершенно очевидно, Москва не заинтересована в том, чтобы нынешнее проевропейское правительство достигло успеха и чтобы она смогла удержаться у власти. Для них значительно важнее было бы привести своих марионеток у власти здесь в Республике Молдова со всеми соответствующими последствиями. Хотя у России, конечно же, нет сегодня экономических возможностей содержать Молдову, которая находится просто в плачевном состоянии с социально-экономической точки зрения. Недовольство нагнетать, несомненно, и при этом граждане Республики Молдова должны понимать, что то недовольство, которое нагнетается извне, кризис, который может привести к тому, что здесь просто все развалится, никакой помощи со стороны России не будет. Россия не может сегодня оказывать никому помощь. А если мы рассоримся с Европейским Союзом и вообще с западными странами, то это означает, что мы будем в полном банкротстве. Поэтому, когда сегодня говорится о народных протестах по поводу ухудшения условий жизни и прочее, я, как человек, который придерживается демократических взглядов, я это понимаю, это вполне естественно. Но, с другой стороны, я также понимаю, что это недовольство может быть использовано во вред нашим глубинным интересам, потому что наши недруги за рубежом страны не дремлят, и они готовы использовать любую возможность для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. Господин Сарану, большое спасибо, что присоединились к нам и прокомментировали ситуацию.